По словам члена Конституционного совета Махсата Чаки, английский язык как один из самых популярных, распространенных языков поможет Кыргызстану интегрироваться в международное сообщество. Если мы хотим уже внедриться в международное пространство, особенно в международное экономическое пространство, привлекать инвестиции, чтобы не только наша, скажем так, молодежь, которая на сегодняшний день является единственным владеющим английского языка, но и на государственном уровне, на государственном служащие, наши бизнес-структуры, то мы, как один из таких эффективных инструментов, это именно инструмент общения, мы должны принимать сегодня английский язык. Просто внедряя, скажем так, обычные курсы, мы вряд ли этого можем достичь, и мы сегодня должны на государственном уровне уже принимать программу. А это возможно только тогда, когда мы как официальный язык мы можем принять английский язык. На протяжении многих лет в действующей Конституции официальным языком является русский язык. Внедрять английский язык, по словам одного из членов Конституционного совета Кемеля Аширалиева, пока рано. Наша страна не готова еще к этому. Пока мы не созрели. Вместо этого лучше английский, китайский тоже должны обучать с раннего детства, начиная с детских садов, школ, вузов. Знание дополнительного языка никогда не помешало бы. Поэтому предлагаемая инициатива ввести английский язык как официальный язык, я думаю, рановато. Наша съемочная группа обратилась к простым гражданам с вопросом, нужно ли принять английский язык как официальный. Мнения граждан разделились на два лагеря. Некоторые поддержали такую инициативу, другая часть населения категорически против этого. Без комментариев. Будет сложно, и лучше хотя бы разобраться с родным языком кыргызским и хотя бы обеспечить хорошие учебники в школы, в детские сады, хороших учителей, хорошие кадры, а об английском уже задуматься, когда более-менее в этом плане на ноги встанем. Ну, вообще положительно в общем, потому что язык нужен английский. Это везде сейчас требуется, и молодежь стремится к этому. Нам надо выбрать просто, по-американски жить, по-светскому или по-киргизскому жить. Понимаешь, вариант надо выбрать. Ну, поддерживаем. С этой точки зрения, естественно, европейцы более прогрессивны. Напомним, конституционное совещание, куда вошли 89 общественных деятелей, юристов, правозащитников и экспертов в различных сферах, дорабатывает проект Конституции, который был вынесен на общественное обсуждение от имени 80 депутатов. Азамат Кенжешев, Кульчуро Казымкулов, Нью ТВ.